В эфире телеканала «Юрган», Крик, криминал и комментарии. В студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе «Русские беды, дураки и дороги» в оперативных сводках. Внезапная встреча, полицейский заслон курительному кайфу. Из огня до в полымя, жаркие будни в разгар зимы. Ситуация на дорогах Коми остается крайне напряженной. С начала года в автоавариях погибло уже 16 человек. В распоряжении редакции оказалась видеозапись регистратора «Аудио 100». Вечером 15 января на трассе Усть-Нем-Тимшир пешеход внезапно оказался посреди проезжей части. От полученных травм 56-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи. Пешеход переходил проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода, не по линии тротуаров. На нем отсутствовали светоотражающие элементы. Водителю трудно было вовремя среагировать и увидеть пешехода, который находился на проезжей части, что и сыграло роковую роль в данном дорожно-транспортном происшествии. Был ли пешеход в состоянии алкогольного опьянения, предстоит выяснить в судебно-медицинской экспертизе. После получения результатов в полиции примут решение, возбуждать или нет уголовное дело. Уносят жизни и травмируют людей ДТП и при столкновении автотранспорта. 20 января в Сыктывкаре погибла фельдшер скорой помощи, 27-летняя девушка, которая в момент удара сидела на переднем пассажирском кресле. В тот же день роковой выезд на встречку в Ухтинском районе прервал жизнь 9-летней девочки. Антон Булаев ужаснулся последствиям дорожного разгильдяйства. Первое ДТП со смертельным исходом произошло 17 января в 7 часов вечера на 307-м километре трассы Сыктывкар-Ухта. При столкновении Ауди с КАМАЗом погибла девушка, которая была за рулем иномарки. По предварительным данным, седан выехал на встречную полосу. В результате касания повреждения кузова получила и Нива. 20 января в местечке Емваль Эжинского района столицы произошло ДТП с участием машины скорой помощи. УАЗ выбросила на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем Нива Шевроле. В этой аварии погибла фельдшер неотложки, 27-летняя девушка, которая находилась на переднем пассажирском кресле, куда ей пришелся основной удар. Еще 9 человек, включая годовалого ребенка, госпитализировали. На момент приезда экипажа было установлено, что пассажир скорой помощи погиб на месте ДТП. Водитель автомашины «Шевроле» находится в тяжелом состоянии, госпитализирован. Как стало известно, на буханке была установлена всесезонная резина, которая к тому же имела явные следы износа. Точно установлено, автомобиль скорой двигался без включенных маячков и сирены, а значит преимущества в движении не имел. По факту гибели в ДТП человека возбуждено уголовное дело. В тот же день неподалеку от поселка Ярига в дорожно-транспортном происшествии погибла 9-летняя девочка. Водитель автомашины «Нива» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ-2109. В автомашине ВАЗ-2109 находилось двое детей и двое взрослых. Девочка, находящаяся в автомашине ВАЗ-2109, 9 лет, скончалась в отделении реанимации. Ребенок второй, 7 лет, находится в травматологическом отделении с множественными переломами. И водитель, и также пассажирка автомашины ВАЗ-09 тоже находятся в горбольнице, тоже у них переломы. Как выяснилось, задние сиденья легковушки не были оборудованы специальными детскими креслами. Виновник ДТП, водитель Нивы, также госпитализирован. У него ушибы грудной клетки и колена. Сотрудники ГИБДД отметили, в момент столкновения на проезжей части наблюдались снежный накат и гололедица. Специальными реагентами асфальт обработан не был. В Сыктывкаре во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны задержали двух молодых людей, которые были в состоянии наркотического опьянения. Прямо на глазах силовиков приятели выкинули в ближайший сугроб курительную смесь и так называемый бульбулятор. Но избавиться от улик им не удалось. Репортаж Евгения Ершова. Вечером экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицу Морозова. Во дворе дома 4 в тупике гаражного массива внимание сотрудников полиции привлекли два молодых человека. При виде стражи порядка парни начали заметно нервничать. Деться им было некуда. Патрульный УАЗ полностью перекрыл все пути к отступлению.
Когда мы начали подъезжать к ним поближе, они какое-то начали делать движение, что-то скидывать как бы. Ну, подъехали, представились, как положено, все. Начали досматривать их, наружный досмотр производить. Осмотрели место, куда примерно они выкинули бутылку. Вот. Нашли бутылку, сделанную для потребления наркотических средств. В снегу полицейские обнаружили и прозрачную пластиковую коробку с неизвестным растительным веществом. Молодые люди имели явные признаки наркотического опьянения и плохо понимали, что вообще происходит. Толком пояснить, откуда у них взялась подозрительная трава, они не смогли. На место происшествия сотрудники отдела вневедомственной охраны вызвали следственно-оперативную группу. Сначала они, конечно, отрицали все, что это не их, они просто зашли сюда покурить, пообщаться. Вот, ну, после того, уже как следственно-оперативная группа подъехала, тогда уже ребята поняли, что все более серьезно. Один из молодых людей, конечно, потом, когда уже возили в наркологию на медицинское свидетельствование, тогда уже пояснял то, что приобрел попробовать, что это такое, он не знает, что это запрещенный препарат, он тоже об этом не знал. Тест на наркотик подтвердил подозрения силовиков. Для выяснения обстоятельств молодых людей доставили в столичное управление полиции, а подозрительное растительное вещество отправили на экспертизу. Экспертиза показала, что в коробочке находились наркотические средства, являющиеся курительной смесью весом 0,78 граммов. В ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что наркотик хранил один из доставленных в отдел полиции молодой человек 91 года рождения. В ходе допроса мужчина вину признал, пояснив, что наркотик приобрел и хранил исключительно для личного пользования. По словам молодого человека, курительную смесь он приобрел у ранее незнакомого ему мужчины. После он встретился со своим другом. Вместе ребята сделали из пластиковой бутылки бульбулятор и раскурили опасное вещество. Часть оставили про запас. По факту незаконного хранения наркотиков в отношении подозреваемого в полиции возбудили уголовное дело. На время следствия фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Если вина сыктывкарца подтвердится, он может попасть в места не столь отдаленные, года на 3. В колонию общего режима отправилась по приговору Карткиросского суда жительница села Старожевск Татьяна Павлова. Работницу местного сельхозкооператива обвиняли в причинении смерти родному брату осенью прошлого года. Родственник попросился к ней на ночлег, а вместо этого оказался на деревенском погосте. Малозначительный повод для семейной трагедии в репортаже Виктора Прокушева. Утром 20 сентября в Карткиросское отделение полиции позвонил фельдшер Старожевской больницы и сообщил: в одном из домов по улице Советской обнаружен мертвый мужчина с признаками насильственной смерти. Когда оперативно-следственная группа прибыла в село, обстановка в злачной квартире, которая считалась местом сбора местных алкоголиков, сыщиков, буквально поразила. Приехали туда на место, в доме везде порядок такой. Я до этого был в этой квартире, зимой заходил, там вообще ступить некуда было. Ну, бардак везде, алкоголики. А здесь чисто все убрано, все хорошо, там все убрано, все нормально. Ну так тоже убрано, там под диван так раз заметено. Неестественно, в общем, чистота неестественная была. Женщина как будто спокойная, ну так ее палатки-то все-таки выдавали. Ну, труп лежит, кровь на голове у него. Погибшим оказался родной брат хозяйки квартиры Алексей Павлов. В гости к сестре он захаживал часто, прежде всего, чтобы выпить за компанию с ней и ее сожителем. Поскольку гражданского супруга на месте не оказалось, он сразу оказался в списке подозреваемых. Но ненадолго. Выяснилось, что приезжего мужчину, уроженца Краснодарского края, который окончательно спился в нашем северном краю, еще летом родственники увезли на юг. На вопрос, кто же мог ударить сельчанина по голове, его сестра ответила однозначно. Как она поясняла первоначально, брат пришел к ней вечером 19 сентября 2013 года, был в состоянии опьянения сильного, лег спать в зале на пол. А когда она проснулась, ну она тоже спать легла, когда проснулась утром, то обнаружила, что брат мертв. Также она поясняла, что брат, когда пришел к ней, сказал, что на улице его кто-то побил.
Силовики тщательно проверили все злачные места Сторожевска и всех местных алкоголиков. Алексея Павлова в тот вечер никто не избивал. Повторно допросили его сестру Татьяну. Вскоре она повинилась в преступлении. Сказала, младший брат Леша пришел поздно вечером и попросился на ночлег. Она легла в спальне, а он устроился в зале на полу. Бубнил и не давал заснуть. Вы покажите, как держали палку и с какой силой ударили наносили? За конец? Не так же. Ну, Вот так. ну. Вот. Перестань. Удары с силой наносили, да? Ну почти, наверное, злая была. Перестань. Перестань все. Бубнить. Мешаешь. Размах покажите, какой был. Какой размах был? Так. Вот так вот, да? Как там? Сколько ударов нанесли? 3. После удара металлической палкой, которая когда-то была карнизом для штор, потерпевший притих, Татьяна легла спать. Наутро, увидев брата мертвым, прибралась в квартире, замыла лужи крови и вызвала фельдшера. С учетом раскаяния Павловой и ее помощи следствию, арестовывать сельчанку не стали. Приговор суда тоже был относительно мягок. За причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, ей назначили всего 3 года колонии общего режима, в 5 раз меньше от максимального срока. 8 человек погибло на пожарах в Коми с начала этого года. Половина смертей в Сыктывкаре. За 3 недели огнеборцы республики выезжали на возгорание без малого 60 раз. В причинах ЧП разбиралась Наталья Литкевич. 59 пожаров зарегистрировано в Коми с начала года. Большинство из них по вине самих владельцев жилья. Непотушенная сигарета, неисправная печка, старая электропроводка. Вот основные причины возгораний. Одна из последних трагедий случилась в Сыктывкаре на перекрестке улиц Интернациональной и Домной Каликовой днем 18 января. По словам хозяина дома, вскоре после того, как он затопил печь, почувствовал запах дыма. Подумал, неисправен дымоход. Справиться самостоятельно не смог. Пламя в старом деревянном строении быстро набирало силу. Пожарные приехали через 5 минут после вызова. Происходило открытое горение практически всех помещений первого этажа и кровли. Чердачного помещения и кровли строения. Значит, была реальная угроза распространения пожара на соседние постройки, это хозпостройки соседних участков, жилые дома. Возможности нахождения, значит, людей без определенного места жительства в нежилых квартирах, как-то дом частично был нежилой, жилая была одна квартира. К счастью, спасать людей не пришлось. Хозяин жилища встретил огнеборцев на улице. Его жены и дочери, а также посторонних в доме не было. В тушении участвовал 21 пожарный и 6 единиц техники. Справиться с пламенем было непросто. Ближайшие гидранты оказались неисправными, и пожарные рукава пришлось тянуть за полкилометра от места происшествия. Как позже установили эксперты из испытательной пожарной лаборатории, огонь вспыхнул из-за неисправного сетевого фильтра. Причина пожара в многоквартирном жилом доме, в частном многоквартирном жилом доме, это короткое замыкание в пилотнике. То есть сетевой фильтр, который куплен был на рынке китайского производства, в ходе эксплуатации не выдержал нагрузки, произошло короткое замыкание, и квартира фактически полностью пострадала на площади 100 квадратных метров. По словам сотрудников Госпожнадзора, сетевые фильтры китайского производства не раз служили причиной возгораний. А вот пожар в автомобилях по вине владельца – большая редкость. Однако в этом году только 3 января произошло 5 таких случаев. В сильные морозы хозяева слишком усердно пытались разогреть и завести своих железных коней. Одни использовали паяльную лампу, другие перегрузили электропроводку авто. С последствиями пришлось разбираться пожарным. Но эти примеры скорее исключение из правил. В половине зарегистрированных случаев события развивались по старой схеме. Выпил, закурил, уснул. В Сыктывкаре полицейские задержали молодого человека по подозрению в краже дорогостоящего ноутбука. В столичное управление полиции позвонил работник одного из магазинов электроники. По словам мужчины, камера видеонаблюдения зафиксировала покупателя, который пронес мимо кассы дорогостоящую аппаратуру. К стеллажу подошел молодой человек. Несколько минут изучал технические характеристики мини-компьютера. Затем взял его с полки, сунул за пазуху и вышел из торгового зала. Причиненный ущерб без малого 37 тысяч рублей. Подозреваемого 27-летнего сыктывкарца задержали на следующий день. Вину он признал, рассказал. Похищенный ноутбук он продал случайному прохожему всего за 2000. По факту кражи возбудили уголовное дело.
На этом наш выпуск завершен. С вами был Эдуард Бушуев. После короткой рекламы не пропустите информационные итоги дня в программе «Время новостей». Берегите себя и своих близких.